селении Цахор, знаменитом медресе. Ман пятый стол. В историческом учебном Как заведении. положено, да, Алга-Имма. Мана Керимович ежегодно он отправляет. لبيك الله لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Айнат, аккуратно, да, список ПГЭ. Вот так аккуратно списки будем проводить, будем записывать, иншаллах. Это сейчас экземпляр. Что? Махамалим. Манхаласи мазасахам. Молодец, снимать, а не открыть. Нормально снимать. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Еще раз. Мы здесь собрались в селе Цахор для проведения жеребьевки по благотворительной хадж путевке Сулеймана Абу Саидовича Керимова. Для Цахорской долины выделено 4 путевки, 4 квоты, скажем. И у нас вот на сегодняшний день зарегистрировано 110 желающих людей, кандидатов, скажем. И здесь мы все написали вот еще эти самые имена в таком же экземпляре написано здесь, который сейчас барабан будем закидывать. И что хочется сказать, дорогие братья и сестры, кто будет смотреть, кто здесь присутствует, это жеребьевка. Жеребьевку мы делаем, чтобы была справедливость, чтобы не было недовольствия, чтобы, да, альхамдулиллах, хвала Аллаху, что Аллаху Тааля нам дал такого человека, как Сулейман Абу Саидович Керимов, который каждый год отправляет нас, дагестанцев, в хадж. Мы должны постоянно делать ему хороший дуа, его семье, его родным и близким. И здесь, находясь в этом историческом медресе Низамия, я тоже хочу сказать от лица всего джамаата Цахорской долины, выразить ему огромную благодарность. Мы всегда будем помнить его в наших молитвах, и пусть Всевышний Аллаху Тааля сделает его райским человеком за то, что он обрадовал всех людей, этих людей совершением хаджа и других дел тоже. Пока это готовится, я бы хотел прочитать вот список, наверное. Прочитаем, наверное, даже пока остались, да? Вот. Бисмиллахи рахмани рахим. Саидов Аслан Тагирович, село Цахор. Алиев Магомед Цахор. Алхасов Мурат Гаджиевич Цахор. Алхасов Руслан Гаджиевич Цахор. Мусаев Альберт Ибрагим Гаджиевич Курдул. Курбанов Мурат Мустафаевич Курдул. Вагидов Гайдар Баширович Курдул. Вагидова Первана Курдул. Абдуллаев Фархад Джумаевич Борч. Абдуллаев Мурат Фархадович Борч. Касумов Мурат Махмудович село Борч, Новый Борч. Максумова Эльмира Элединовна Новый Борч. Фаталиева Шахназ Загировна Новый Борч. Керимов Шукрет Михайлович Новый Борч. Фаталиев Вугар Аляддинович Борч. Летифов Сидьяр Асланович Борч. Пираева Эльмира Эльдаровна Борч. Селимов Руслан Велиуллахович Борч. Алиева Гульсалат Насировна Борч. Максимов Шамиль Алиевич село Борч. Пираев Ризван Эльдарович село Новый Борч. Мамедов Музафер Джафар Оглы Борч. Абдуллаев Тельман Джумаевич Борч. Аллахвердиев Курбан Алиевич Борч. Машалла, борчинских сколько человек получилось? Машалла, это в этом году Борч тоже подключили сюда, Цахорскую долину. И
для меня абсолютно разницы нету, кто бы ни был, да, из Сахура, из Кусура, из Мишлеша, Муслаха, без разницы. Мне, альхамдулилля, например, если так сказать, и в Кусуре очень хорошие друзья есть, и в Борче есть, все родные люди, все для меня, альхамдулилля, как для имама, все они равны. И я искренне прошу, чтобы Аллах Тааля выбрал того, кому это самое суждено, да. Ну, дальше село Микик. Исмаилов Сулейман Рахметович, Исмаилова Севиль Рамазановна Микик, Расулов Кирам Велиханович Микик, Шихамиров Рамазан Гаджим Мусаевич Микик, Шейхова Патимат Магомедовна Кусур, Мусаев Юсран Мусаевич Кусур, Мусаева Назиля Исаевна Кусур, Пирмагомедова Зульфия Гасановна Кусур, Пирмагомедов Билал Камилович тоже Кусур, Раджабова Зиядат Рейзуллаховна Кусур, Исрафилова Сумая, Мазгарова Гульнара, Мазгаров Магомед, Гасанов Нариман, Исрафилова Загират, Исрафилова Солмаз, Раджабов Али Садикович, Алиев Нуруллах Нихматулаевич, Исрафилова Наида Шахбановна, тоже Кусур. Так, 42 это у нас идет 44. Мазгаров Исак, Пасатов Гариман, Исакова Нарчичак, Исаков Вагаб, Раджабов Абдунасир, Раджабов Идрис, Мазгаров Исмаил, Шейхов Касум, Исрафилов Рамазан, Хусейнова Саркинат. Может, имена некоторые, может, неправильно написаны, или вот здесь мы печатали, поэтому приносим извинения, если кого-то имя, фамилия, отчество не так назвали. Исаков Музафер Насурлахович, Гудаев Надир, Шахбанов Запир, Цитабов Насреддин. Эти были все кусурские. Дальше идет село Муслах, благословенное село Муслах. И Алиев Арзуман Магомед Набиевич Муслах, Ахмедов Магомед Салих Закирович, Закарьяевич, да? Здесь, видимо, чуть не так Закирович написали. Так, Наврузов Нуруллах Тагирович, Исмаилов Камиль Гаджиевич, Магарамов Абубакр Магарам Мустафаевич, Ферзалиева Зайнаб Абдурахмановна. Дальше это были муслахские. Исаев, мишлешские идут. Исаев Фейзуллах Курбанович, Ибрагимова Зухра, Рамазанова Узлифат Мустафаевна. Дальше 67-й. Исаев Фазиль Курбанович, Юнусова Десте, Талибов Амруллах, Гаджиев, Исаев Шейхамир, Кадиров Габибулла, Кадирова Гулханум, Исаева Байрам Хатун, Мамедов Усман, Эмирджанов Эльбрус, Гасанова Анастасия Владимировна, Исрафилов Рамазан Эскерович, Курбанов Курбан Магомедович, Ахмедов Рагим Ахмедович, Алиев Курбан Гасаналиевич, Махмудова Гульнара. Здесь уже идет список кальялские. Чуть списками, чуть проблема была. Глава администрации тоже ко мне список отправил, и имам тоже отправил, и бабаиртовские имамы некоторые отправляли тоже, и здешние имамы тоже отправляли, поэтому здесь как-то это было, потом мы скорректировали здесь свидетелями со всеми, альхамдулилля. Так, мы остановились. Кальял даже. Махмудова Гуляра Кальял, Микаилова Фирангиз, Мусаев Гаджи Муса Нуриевич, Мамедов Шамиль, Исаев Шахбан, Мусаев Муса. Это Аттал, Кальял, вместе идут администрация. Лезгиев Элескер Исаевич, Омарова Назмият Касумовна, Балаев Мирза Джиных. Так, дальше идет 90-й. Гусейнов Габибуллах Джилилович Джиных,
Гусейнов Анвар Джиных, Гусейнова Теллер Джиных, Рамазанов Рамин Магомед Салихович Корж, Гусейнов Айваз Набиевич Джиных, Амарова Назмият Касумовна Аттал, Исаев Муса Магомедович Гаджиев, Нажмуддин Гаджиевич, Алиев Камиль, Гаджиев Камаледдин Джиных, Ибрагимов Ахмед Джиных, Хусейнов Джелил Джиных, Ибрагимов Аляуддин Джиных, Гаджиев Гаджи Османович, Гаджиев Магомед Ибадуллахович Джиных, Султанов Зияддин Джиных, Сулейманов Сулейман Магомедович Джиных, Абдуллаев Исмаил Магомедович Корж, Караева Джавхарат Магомедовна Каллял, Мирзоев Абуталиб и Ибрагимов Шериф Курбанович, село Гельмец. Еще раз, дорогие братья и сестры, я говорю, кто выйдет, ни в коем случае не говорите, что это несправедливо. Вот здесь свидетели есть, альхамдулилля, из многих сел. Имамы, конечно, из-за погоды, из-за горных условий не все, конечно, пришли. Здесь все посчитали даже. Сейчас банку хаваля. Вот банка, иншаллах. Главное, да, посчитали, да, сколько, 110 даже. Может, алита гиргамке, нет, алита. Да. Арсен, нормально, тяжело. Они радуют баимец. Так тоже делаешь, нет? Делай, Мухаммад. Арсен, они снимать вот так. Кудор иче ушубу шахар ушубу новина. Так, дети где, дети? Так, Саид, хорайна хатюра. Так, вушир хотле гыр, хорумыш лиги уголос. Окей. Да. А? О, да, ёкубле, да. Такс. Такс. Да, ручка хваля. Ручка, обе ручка. Наука ручка. Так, Саид. Аште, бисмиллахир-рахманир-рахим. Айн Саид. Халаге югун, темиздадыше. Саалете бах, оллил мата, са. Аликаре, игду, аликаре. Саалете, са. Ана хале. Бисмиллах, ана. Вот так. Джейма Арсен. Хай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Исаева Байрам Хатум Исмаиловна, село Мишлеш. Вот. 73 номер. Исаева Байрам Хатун Исмаиловна, село Мишлеш. Машаллах, Саид. Айна Дихен, сейчас протокол тоже составим. Хорнаха. Айнгун дойджони вадун. Прошлые года, кто вытаскивал эти паломники, приносили им подарки некоторые. Может, сейчас, да. Да, пора, айна. Так, бисмилlah, айна, сайкла, айна, игда, давай, сайкла, айна, сайк. Бисмилlah. Небтунана, анаха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айма гарашу игда, ликары овалаши. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Мусаева Назиля Исаевна, село Кусур. Мусаева Назиля Исаевна, село Кусур. Машаллах. Аллах кабулян. Сегодня, видимо, женский день. Так, кто следующий? Так, Ибрахим, Игда Сайкле. Салет Райкин. Аннаха, бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, Пир Магомедов Билал Камилович, село Кусур. Машаллах. Да. Ашишаван алқадача. Сабина найка. Yavaştı. Hayna. Şimdi Sabina ne?
Hashtag Habim Dashta. Won dojo, yeah? Mashallah. Yani ikeyne dashta. La havla ve la kuvvete illa billah. Mazgarov Ismail Гиланиевич, село Кусур. Мазгаров Исмаил Гиланиевич. Гиланиевич, да. Село Кусур. الله قبلان الله يقدم شن حاج قبلان ان شاء الله ان شاء الله الله يقبلان دويت هاي شاش دوبل اوكنا سما ده ده ان شاء الله لكن من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند Дорогие братья и сестры, мы провели сегодня, 8 марта, провели жеребьевку по благотворительному хаджу Сулеймана Абу Саидовича Керимова. У нас была квота для Цахурской долины 4, количество 4 было. Подавших в списках, мы сейчас еще раз опубликуем, подавшие на жеребьевку было у нас 110 человек. Вот так вот. Мы сейчас крупным планом тоже, иншаллах, покажем, чтобы кто-то не подумал, что мы как-то некоторые не написали. Списки составлялись, имамы давали ко мне, отправляли списки, потом мы эти списки проверяли списки, потом мы несколько раз проверяли, даже накануне 7 числа вечером, допоздна мне приходилось обзванивать имамов, где имама не было, мы подключали общественников, глав администрации, они проверяли. Были моменты, когда накануне даже перед жеребьевкой были такие моменты, что некоторых людей мы 2 раза написали. По компьютеру, когда мы это самое делали, и оказывается, это одни и те же люди были, приходилось нам убирать, потому что ко мне давали с Баба Юрта, имамы давали списки, чтобы уверенность имамы тоже списки давали. Люди, видимо, подключали из своих имамов и общественников, и они ко мне отправляли вот такие списки, да. Но окончательно мы сделали так, чтобы каждый человек, который хотел поехать, он попал. И село написано, и год рождения, и это самое. Можно посмотреть, паузу нажать. Здесь никого мы не упустили. Единственные моменты были, накануне даже мне звонили, имамы, люди звонили, какой-то человек не может поехать, какой-то человек не имеет права согласно нормам жеребьевки, у кого-то паспорт не было, у кого-то запрет был на выезд и так далее. Это, конечно, дорогие братья, это наша вина, что мы не успели участвовать в этой жеребьевке. Это не первый год Сулейман Керимов организует такое доброе дело. У нас, по крайней мере, дорогие братья и сестры, должен быть паспорт, загранпаспорт. Мы грудью бьем, в том числе я тоже, да, что мы хотим в хадж поехать, мы хотим увидеть могилу пророка, мы хотим Каабу увидеть, но мы хотя бы один шаг же должны сделать. Загранпаспорт сделать ничего не стоит. Подал через госуслуги заявление, и через 2-3 недели ты получаешь загранпаспорт. Абсолютно госпошлину нужно оплатить за 5000 и все. И, например, здесь кто-то говорил, да, мне звонили тоже, сейчас тоже звонили люди, почему, например, с какого-то села много. Да? С этого села люди сделали загранпаспорта, с этого села хотят поехать, они люди ездят, и на умра ездят, и на хадж хотят, желание есть. Сейчас мы покажем
кто у нас, еще раз мы покажем, вот счастливчики, которые вышли. Вы видели, мы снимали, не так уж, конечно, у нас не получилось сделать эфир, у нас и связь здесь была, условия такие были, вы видели. Мы постараемся смонтировать, аккуратно поставить на Цахур ТВ в Ютубе, это все опубликовать. Вот, например, вот, да, вот Мазгару Исмаил Гиланиевич, это село Кусур. Вот так я, например, когда снимали, кто-то сказал мне, что ты на камеру не показывал. Мы это были свидетели, здесь все аккуратно. Когда жеребие кидали, вот, например, тоже с Кусура Мусаева Назиля Исаевна. Вот, пусть Аллах примет ихний хадж. Искренне желаю. Я абсолютно говорил, дорогие братья и сестры, мне без разницы, человек из Сахура будет, или из Кусура будет, из Джиныха будет, или из Борча будет, мне абсолютно без разницы. У меня ни один человек здесь, мой близкий родственник, не было, в жеребиях не было, ни однофамильцы тоже не были мои родственники. Вот, например, Пирмагомедов Билал Камилович, село Кусур тоже. И село Мишлеш, вот она, женщина, Исаева Байрам Хатун Исмаиловна, село Мишлеш. Пусть Аллах примет. Искренне я вот свое сердце смотрю, дорогие братья и сестры, как имам говорю, мне абсолютно разницы нету, кто пойдет. Мой родственник пойдет хадж или любой житель Сахурской долины и любой, кто участвовал здесь. Мы не имеем права кому-то симпатию делать, мы не имеем права кого-то выбирать. Альхамдулилля, здесь были свидетели, здесь все было прозрачно. Мы опубликуем сейчас, все это будет доступно. Еще раз хочу сказать, дорогие братья, хадж – это обязанность каждого мусульманина. Каждый мусульманин, который имеет возможность поехать в хадж, он обязательно должен поехать в хадж. Обязанность, шариат не обязует человека, если у человека единственная машина есть, которая, например, таксует, он должен продать эту машину, поехать в хадж. Это от его желания зависит. Шариат не обязует человека, ты сперва свою семью оставь, например, он дом строит, последние копейки копит, дом строит. Нет, это оставь, ты должен копить сперва на хадж, а семью оставить. Да, такого тоже нет. Альхамдулилля, мы мусульмане, Аллаху Тааля нам не сделал трудности, нас не сделал, не возложил на нас трудности, те, которые мы не можем исполнить. Сура Аль-Бакара, Аллаху Тааля, в конце суры Бакара говорит, что Аллаху Тааля не обязует, не накладывает на его раба то, он что не может делать. Поэтому хадж, когда такие люди, как Сулейман Керимов, у нас есть, они дают возможность поехать, мы должны использовать этот момент, мы должны стараться хотя бы один шаг сделать и хотя бы иметь с собой программ-паспорт. Кто-то говорит, дорогие братья, сейчас свет ушел, у нас здесь своеобразная медресе, это датчик. Еще раз хочу сказать, дорогие братья, мы здесь провели, это в старинном медресе Низамия 11 века, медресе, учебное заведение, первое учебное заведение учебно-университетского типа в нашей стране. Это медресе Низамия для каждого, кто здесь учился, кто здесь, от каждого, я думаю, будет баракат для нас, иншаллах, кто здесь учился, кто здесь проводил ночи в богослужениях, кто здесь проливал свои слезы над Кораном. Я думаю, баракат этим участникам обязательно будет. И если каждый из нас, в том числе эти участники этого списка намерится, вот 110 человек, да, минус сделаем 4 человека, 106 человек, которые остались, да, кто-то разочаровался, кто-то думает, что мне не повезло в этой жизни, да, это не мы решаем, Аллаху Тааля все решает, Аллаху Тааля все решил, и мы должны сказать, альхамдулилля, мы мусульмане, мы довольны тем, что Аллаху Тааля выбрал. Нельзя сказать, если бы вот так было бы, если вот так сделал бы, так было бы. Воистину, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, слово «если» открывает врата шайтану и сомнений в нас вносит. Поэтому я думаю, каждому этому человеку баракат будет этих алимов, которые здесь учились, которые шейхи, которые здесь в медресе были.
И будем искренне просить ради этих шейхов, которые здесь учили, которые ильму распространяли не только в Дагестане, но и в ближнем зарубежье. Баракат этих будет, и Аллах Та'аля их позовет, иншаллах, в хадж. И поэтому, дорогие братья, я еще раз говорю, давайте мы искренне подойдем к хаджу. Это 5-й столб ислама. 5-й столб ислама. Мы должны это соблюдать, мы должны желать, иметь желание. О Аллах, дай мне в жизни хотя бы один раз посетить Мекку, посетить Медину, могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, увидеть те места, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ходил, его асхабы ходили, табиины это видели, великие люди ислама, которые были эти места. Искренне я вас тоже поздравляю, дорогие братья и сестры, и прошу, чтобы вы для нас тоже дуа делали, тем, кто имамы, которые старались, несмотря на погоду, спустились. Вот только что с Гельмеца имам приезжал, чтобы чисто участвовать вот здесь, присутствовать как свидетель в этой жеребьевке. Нам пришлось в снегу отвезти его туда вверх. Ребята приехали с других сел тоже. Им тоже, чтобы вы делали дуа на святых землях. Всем, кто здесь были, участвовали, в том числе дети, которые вытаскивали, они с такой радостью пришли. Я думаю, вы будете дуа делать всем нам, искренне, несмотря на национальность, несмотря на принадлежность к какому-то селу, тухуму. Мы все мусульмане, альхамдулиллах. Пусть Аллах Та'аля каждого позовет. И пусть Аллах Та'аля вознаградит нашего брата Сулеймана Абу Саидовича Керимова. И будем желать ему, его семье, его тухуму всего наилучшего. Пусть Аллах Та'аля примет наши хаджи. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас в селении Цахор, знаменитом медресе, прошла жеребьевка благотворительного хаджа. Около 110 человек, альхамдулилля, 4 человек, кого кисмат был, они выиграли. Хочу от себя лично и от имени всего Цахорского джамаата выразить огромную благодарность Сулейману Абу Саидовичу за то, что он ежегодно представляет возможность тем, кто не имеет возможности совершить хадж в священные земли, где родился и похоронен наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. Не отчаивайтесь, уважаемые братья и сестры, кто не выиграл, иншаллах, в следующем году, наверное, и вам посчастливится посетить эти священные земли. Здоровья крепкого Сулейману Абу Саидовичу за то, что он ежегодно отправляет нас в эти священные земли. Выражаю благодарность, слова признательности Сулейману Керимову за такое благородное дело ради народа, ради джамаата, ради людей. И тем, кто выиграл, кто получил право ездить на хадж, им я желаю счастливого пути, чтобы благополучно ездили и обратно приезжали и встречались своими родственниками, близкими. Выражаю огромную благодарность от всего Цахорского джамаата, что каждый год он отправляет наших представителей в святые места. Да, посчастливило сегодня 4, им желаю спокойно поехать в хадж и вернуться домой. И всем, кто может принять участие, чтобы могли посетить эти святые места. Ассаламу алейкум динин çocuğu çobu qina hayni tahne khve medresemi çopar Süleyman Керимовны hacımı çağdaşka imamaşka gırkınışka sana как положено да алгайымы yok бе çopkhıvcımı savalika hapkın qablas ismatükemi Allah'ın Maşallah. Yine iyi çok var. Allah Teala zaman arzulamış aldım. Bir gün us bana hac kılmış kısmet ana yani. Bir gün kısmet ukena. Man 5-й stol İslam'ın ödüm bana hac olmuş avi. İnşallah bir gün us cana savalı keşema şavu Allah'a kenakti ko ama kısmet olmuş kısmet ana. أشهد أن محمدا رسول الله
الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة عليك وباس مقام محمود